Друзья, что делать? Чувство опустошения души. Иман падает, что делать? Дома, красивые жены, дети, машины, работа, сила. Если Аллах с тобой, то чего ты опасаешься? А если Аллах против тебя, то чего ты добиваешься? Это особенное присутствие. Особенная помощь, которая не дается всем. Успех и победа не за тем, что внешне выглядит сильно, внушительно, мощно. Нет, никогда так не было. И тот, кто полагается на внешнее проявление, он глуп, он туп. Что же это за особенное состояние души? Вот я не чувствую, Аллах со мной или не со мной. Аллах, Он охватывает все. Аллах везде, Аллах повсюду. А тот, кто не был с Аллахом, то что он нашел, что он приобрел? Дорогие братья, дорогие верующие, Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге в различных аятах, во многих аятах, о том, что Он алимуль гайби ва шахада, например, Всевышний говорит: Хуа Аллаху аллади ла илляха илля Аллах, ла илляха илля ху, алимуль гайби ва шахадати, хуа ар-рахманур рахим. Он, Аллах, нет Бога, кроме Него. Он знающий сокровенное, явное, Он милосердный, милостивый. Также в известном аят аль-Курси Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллаху ла илляха илля хуа аль-хайюл кайюм, и так далее. Аллах, нет божества кроме Него, живого, вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее, Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол объемлет небеса и землю. Его престол объемлет небеса и землю и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Аллаху мухайтун бина. Аллах, Он охватывает все. Аллах везде, Аллах повсюду. Без Него не может существовать эта вселенная. Но также Аллах говорит в ответ неверующим: Куллун нумидду хауля и ва хауля. Ва кана атау раббука махзура. И мы поддерживаем и тех, и этих. И дары Твоего Господа не являются запрещенными для творения Всевышнего. Имеется в виду, каким бы ни был человек. То есть есть понятие в исламе, такое как ма'iятуль амма, присутствие Аллаха, поддержка Аллаха, без которой Его как Господа невозможно существование всей этой вселенной, всего этого сущего. Но сегодня я бы хотел поговорить о другом, об особенном состоянии души, которое в исламе называется аль-ма'iятуль хасса. Это особенное присутствие, особенная помощь, особенная поддержка, которая не дается всем, которая дается определенной категории людей. Итак, что же это за особенное состояние души? Я бы так сказал. Что говорит об этом Всевышний, в первую очередь, в своей книге? А он говорит так, в разных аятах, в различных аятах, многократно, и это повторяется. Например, «Я айюхаллазина аману ста'ину бис-сабри вас-салах, инна Аллаха ма'ас-сабирин». О, те, которые уверовали, ищите помощи в терпении и в намазе. Поистине Аллах с терпеливыми. Аллах с терпеливыми. Ма'ия. Ма'ас-сабирин. Инна Аллаха ма'ас-сабирин. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит, и, как правило, это заключение аятов, завершающая часть аятов. Ва анна Аллаха ма'аль му'минин. И поистине Аллах с
обладателями веры, с верующими. Ма'иятуллах, аль-ма'ия аль-хаса. Особенная ма'ия, особенное присутствие, особенная помощь, особенная поддержка. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва'аламу анна Аллаха ма'аль муттакин». И знаете, что Аллах ма'аль муттакин, Он с богобоязненными, с обладателями богобоязненности. Валлаху ма'ас сабирин. И Аллах с терпеливыми. Это другой аят, другая сура. Это повторяется очень часто, как я сказал. Ва инна Аллаха ма'алладзина такау валладзина хум мухсинун. Или другой аят. Поистине Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, кто творит добро. Итак, дорогие братья, сегодня я бы хотел поговорить о том состоянии души, которое четко сформулировано в словах посланника Аллаха. «Ла тахзан», как это, на это указывает аят, «Инна Аллах ма'ан». «Ла тахзан», не печалься, поистине Аллах с нами. Да, это тот случай, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, последним, будучи последним, совершает хиджру вместе с Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, и они направляются в совершенно обратном направлении от Медины и укрываются в пещере Сур. Многие, кто был на умре, в хаджи, были в этой пещере, посетили, наверное, эту пещеру. И вот они оказались в пещере, там, в пещере, и их преследуют. Курайшиты наняли следопыта и напали на след. И они уже приблизились к этой пещере. И вот они стоят возле этой пещеры. И как упоминается в хадисах, Абу Бакр говорит: о посланник Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрел бы себе под ноги, посмотрел бы, глянул, то он бы увидел нас. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о, Абу Бакр, что ты можешь думать? Как ты можешь думать о тех двоих, третий с которыми Аллах и об этом эпизоде свидетельствует этот аят? Если вы не окажете ему, Мухаммаду, поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику Абу Бакр: не скорби, ла тахзан, ибо Аллах с нами, инна Аллаха ма'ана. Тогда Аллах не спаслал ему спокойствие. Теперь обратите внимание. Кто-то может понять эти слова Абу Бакра, что Абу Бакр сказал и что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил ему. Абу Бакр ему вопрос задал, да, как бы: о посланник Аллаха, если бы посмотрели под ноги, увидели. А пророк ему сказал: что ты можешь думать о двоих, если третий с ними Аллах? То есть, означает ли это, что они бы не посмотрели? Нет! Это означает, даже если бы они посмотрели, они бы не увидели. Он успокаивал его, и на это указывает аят. Это очень тонкая грань, тонкое понимание. И даже если бы они посмотрели, они бы не увидели. Итак, это особенное состояние души. Что говорили праведные предшественники? Как они это описывали? Как они это объясняли об этом состоянии души? Они говорили: если ты богобоязнен, то Аллах с тобой. То Аллах с тобой. Если Аллах с тобой, то ведь воинство Аллаха непобедимо. И ведь Аллах не нарушает обещаний. Успех и победа, дорогие братья, не за тем, что внешне выглядит сильно, внушительно, мощно. Нет, никогда так не было. И тот, кто полагается на внешнее проявление, он глуп, он туп. И много примеров на это. Возьмем самый ближайший пример. Пример сына Нуха, который не уверовал. И это великая фитна. Фитна может быть в наших детях. Пророк Нух, Ной, мир ему. Он строил ковчег, и все издевались, насмехались. И вот, когда наступил тот момент истины, всемирный потоп,
И волны начали нахлестывать одна за другой, одна за другой. Сын его сказал, отец подумал, что он будет в числе спасенных, потому что Аллах пообещал ему. Он сказал: "О, сынок, иди сюда, на ковчег, и будешь спасен". Но он сказал: "Нет, я пойду на гору". Потому что ковчег, он не верил в это. Что ковчег? Какой ковчег? Как он нас спасет? Нет, пойду на гору. Сяауи иля джабалин яасимуни. То есть я пойду на гору, она меня спасет. Но Аллах погубил его. Или другой пример с Мусой, мир ему, как это описывается в Коране. Фаатбаухум мушрикин, когда Бану Исраиль, сынов Израилевых, Муса, мир ему, вывел, и они начали уходить из Мисра, из Египта. Фараон со своим войском начали их преследовать. Они последовали за ними на восходе. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Это то, что они увидели внешне. То, что увидели их глаза. Они сказали, когда два сборища увидели друг друга, то есть расстояние между ними сузилось, уменьшилось настолько, что они увидели друг друга. Последователи Мусы сказали, нас непременно настигнут, они нас догонят. Все, мы погублены. Но Муса, в душе которого, в сердце которого было это чувство, ма'иятуллах аль-хасса, он сказал «Калла». Он сказал «нет». «Калла», не просто «нет». Нет, ни в коем случае. «Каля калла инна ма'я рабби саяхди». Поистине Господь мой со мной, Он мне укажет верный путь. Дальше вы знаете, что произошло. Дальше произошло нечто то, что не может произойти без поддержки и помощи Аллаха. Фаухайна иля Муса надар бааса. То есть Аллах внушил Мусе, чтобы он ударил посохом, и он ударил посохом, и море раскрылось перед ним. Или взять праведных предшественников. Что они говорили? Один из праведных предшественников писал другому. Не упоминается, кто это. Он говорил: если Аллах с тобой, то чего ты опасаешься? Чего ты опасаешься? А если Аллах против тебя, то чего ты добиваешься? فماذا ترجو? Или другое высказывание праведного предшественника, который сказал: «Ман кана Аллаху ма'аху, фамада факад». Если Аллах с кем-либо из людей, то что он потерял? «Мада факад». «Ваман лам якун ма Аллахи, фамада ваджад». А тот, кто не был с Аллахом, то что он нашел, что он приобрел? Так всегда в жизни, братья. Все, что мы не видим, внешнее проявление, какое бы оно ни было, внушительно, доверительно, дома, красивые жены, дети, машины, работа, сила, если про войну, оно ошибочно. Оно не есть показатель. Надо смотреть на то, зачем стоит правда, зачем стоит истина. Где ты и где Аллах? Поэтому, дорогие братья, если человек не обладает этим чувством, ма'иятуллахи аль-хасса, то он всегда будет чувствовать рано или поздно брошенным, опустошенным, падающим, пусть даже у него все будет. Все, что он желает. Хочет быть сильным – сила. Хочет быть, я не знаю, успешным – успех. Имеется в виду внешнем проявлении. Он будет чувствовать себя, словно он падает в пропасть. Опустошенным, лишенным, несчастным. Поэтому, дорогие братья, те, кто удостоился этого чувства, особенного чувства души,
ма'iятуллахи аль-хасса, они в конечном итоге, они обретают то, о чем говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Да, у нас есть ислам, иман, есть ихсан. В известном хадисе. Ислам, иман, ихсан. Ислам первая ступень. Иман вторая ступень. Ихсан третья. Что такое ихсан? Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям определил этот ихсан? Есть разные, кстати, версии. Аль-ихсан ан та'буд Аллах ка'аннака тара. Ихсан — это когда ты поклоняешься Аллаху в широком смысле этого слова, не обязательно в узком смысле этого слова. Словно ты его видишь. А если ты его не видишь, то знай, он видит тебя. В другой версии Аллах. Ихсан — это когда ты страшишься Аллаха. Ка'аннака тарах. Словно ты видишь его. А если ты не видишь его, то он видит тебя. Есть и другие версии. Что дает это состояние души, дорогие братья? Что оно дает? Каковы последствия этого присутствия? Это помощь. Это защита для того, кто желает защиты, ищет защиты. Это помощь, поддержка для того, кто ищет помощь, поддержки. И она придет оттуда, откуда он не будет ждать ее. Это успех, победа. Это смиренность, спокойствие, покой души. Это состояние, особенное состояние, состояние счастья. Как добиться? Как добиться этого состояния? Вполне вопрос, который напрашивается. Как к нему идти? Как его добиться? Ответ кроется в тех аятах, которые я процитировал в самом начале. И на это указывают исламские ученые. Это иман. Это работать над своей верой. И как часто можно слышать от людей: ай, друзья, что делать? Чувство опустошения души. Иман падает, что делать? Работать надо над иманом. Над своим иманом. Потому что Аллах говорит: Аллах с верующими. Вот она. Первая причина достижения этого состояния души. Вторая причина — это все те аяты, которые я процитировал, как я уже сказал. Аллах с богобоязненными. Быть обладателем богобоязненности, стремиться к богобоязненности. А что такое богобоязненность? Имтисалюль авамири вачтинабин навахи. Общее определение. Соблюдать повеление Аллаха и не совершать запретное. Антамаля или другие праведные предшественники говорили, когда ты совершаешь угодное Аллаху, аля нури мин Аллах, со светом от Аллаха. Тарджу саваб Аллах, желая награды Аллаха. Ва антатрука ма'асият Аллах. И когда ты оставляешь ослушание Аллаха, аля нури мин Аллах, со светом от Аллаха. Тахафу айкаб Аллах, страшась наказания Аллаха. Третья причина — это терпение. Аллах ма'ас-сабирин. Аллах ма'ас-сабирин. Аллах с терпеливыми. Потому что инсан хулика фи кабад. Человек создан в тяжелом состоянии. Он проходит через испытания в этом мире. Без терпения никуда. Терпение — это то, что показывает, насколько человек обрел эту веру, обрел эту богобоязненность. Поэтому Аллах говорит: «Аллах ма'а ас-сабирин». Это третья причина. И четвертая причина — это, как мы указали на это, ихсан. Это уже пик, Эверест. Да? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ла'на аллазина такау». Поистине Аллах с теми, кто богобоязнен. Иман по умолчанию здесь подразумевается. Не может быть богобоязнен тот, кто не обладает иманом. «Валлазина хум мухсинун». И те, которые творят, совершают доброе, но не просто доброе, но и прекраснейшее
если смотреть на глубину этого слова, на этимологию этого слова. Наикрасивейшее ихсан от хасан, хасуна, ахсана. Таково, дорогие братья, оно состояние, особенное состояние души. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы, дорогие братья. И я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и поддержке. На Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. А после. Итак, дорогие братья, мы указали на причины достижения этого состояния. Аль-ма'iятуллахи аль-хас. Что надо быть обладателем веры, обладателем богобоязненности, терпения и творить добро, творить наипрекраснейшее. Но многие еще спрашивают, это тоже вполне себе вопрос, который напрашивается. Мы это все понимаем, осознаем, стараемся, идем, усердствуем. Но как нам понять? Вот я не чувствую, не понимаю, не осознаю, не могу ощутить, Аллах со мной или не со мной. Все на самом деле просто. Есть прекраснейшие слова. Говорят, что эти слова сказал Ибн Ата, Уллах ас-Самарканди. Смотрите, что он сказал, который отвечает на этот вопрос. Макамука хайсу акамака Аллах. Твое место, твое состояние души, иными словами, в данном контексте. Хайсу акамака Аллах. Там, где тебя Аллах поставил, оставил. По твоему собственному же выбору имеется в виду. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله, если ты хочешь понять свою ценность, свое положение пред Аллахом, фандур эйна акамак, посмотри, где Он тебя оставил. إذا شغلك بالقرآن, если он занял тебя Кораном, но имеется в виду человек, когда правдиво занят им, когда он открыл с желанием, не потому что кто-то сказал ему, а нет, вот его душа потянулась, он открыл Коран и начал читать его. فَإِذَا شَغَلَكَ بِالْقُرْآنِ, если он занял тебя Кораном, فَعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَكَ, то знаешь, что он хочет общаться с тобой. Это просто же. Почему? Потому что Коран — это прямая речь Аллаха. Если ты стремишься к нему, хочешь послушать его, ты открываешь эту прямую речь, начинаешь читать. Простые слова на простые, на сложные вопросы. Хотя ответы на них простые. وَإِذَا شَغَلَكَ بِالطَّاعَاتِ, если он занял тебя послушанием ему, богоугодными поступками, опять же искренне, когда человек тянется к этому, он постится дополнительно, тянется, стремится к этому. Он встает на тахаджуд, он дает милостыню и так далее, перечисляйте далее. Фа'алям, то знай, аннаху каррабак, то знай, что он тебя приближает. Почему? Потому что все эти таат, все эти богоугодные поступки, фа'иннаха курубат, это те поступки, которые приближают к Аллаху Субхану ва Тааля. وَإِذَا شَغَلَكَ بِالدُّنْيَا, если же он тебя занял мирским, бренным, ты в постоянных заботах, хлопотах и так далее, не можешь, ты хочешь постоянно этим заниматься, у тебя тяготение именно к этому. فَعْلَمْ أَنَّهُ أَبْعَدَكَ, то знаешь, что он тебя отдалил. وَإِذَا شَغَلَكَ بِالنَّاسِ, а если он тебя занял людьми, что ты не можешь выйти из этого, да? فَعْلَمْ أَنَّهُ أَهَانَكَ, то знаешь, что он унизил тебя. وَإِذَا شَغَلَكَ بِالدُّعَاءِ, если он занял тебя мольбой к нему, что ты тянешься, хочешь просить, обращаться к нему. О, Аллах, тебе хочется делать дуа. Это состояние, я надеюсь, мы почувствовали в день Арафа, который был совсем недавно.
Фа'алям аннаху юриду ан ю'атияк. То знаешь, что он хочет даровать тебе. А почему? Да потому что Аллах говорит: «Ва иза са'аляка ибади анни фа инни кариб». Если тебя спросят: «О Мухаммад, обо мне скажи, ведь поистине я близок». Пусть обращаются ко мне, я отвечу им. «Фамакамука хайфу акамак». И таким образом твой макам, твое положение, твое состояние души там, где тебя Аллах оставил на самом деле. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам это состояние, особенное состояние души. Даровал нам иман, даровал нам таква, веру, богобоязненность и помог достичь ихсана, состояния ихсана.